И еще из недельных заявлений губернатора: Коми будет развивать промышленный туризм. К примеру, захотел потенциальный турист узнать, как из дерева получается бумага. Добро пожаловать в Коми. А еще паломнический и этнотуризм могут стать визитной карточкой региона. Каждый район богат своими традициями. И вот еще один пример. Карткировский Большелук завтра собирает всех на Олимпиаду. Алексей Корчма изучил туристическую карту республики. Мне кажется, что из этого можно делать очень хорошее шоу. Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев впечатлен зимней Ибицей. Мультифестиваль в Финно-Угорском этнопарке – событие знаковое не только для нашего региона. С 2011-го здесь побывали десятки тысяч туристов. Вы видите перед собой не только олимпийского чемпиона, но и руководителя сборной страны по бобслею Александра Зубкова. Ваши аплодисменты! Турниры по армрестлингу, лыжная эстафета с участием спортивных звезд. Чемпионы Александр Зубков и Алексей Воевода пробуют себя в новом качестве. А тележурналист и спортивный комментатор Кирилл Набутов знакомится с уникальным явлением – саамским футболом. Такого он еще уж точно не комментировал. Я с самого начала говорил, что вратарь у фанатов ненадежен. А это уже инта, праздник оленеводов Тереп-Кер, в переводе с Коми «Быстрый олень». В 2019-м включен в национальный календарь главных туристических событий России. Участвуют целые семьи оленеводов. На скорость устанавливают чумы, шьют одежду, готовят блюда. А вот и гонки на оленях. По Коми выживы, выживудар, интемдер пилей. Упряжка с четверкой оленей развивает скорость до 60 км в час, и это не предел. Главное хорошо подготовиться. В Воркуте знают, чем привлечь туристов и чем их удивить. На Заполярные игры главная площадь города собирает представителей самых разных коренных народов и тысячи зрителей. В Ижемском селе Гам лошадиные гонки на санях с грузом и без. Выступают жеребцы только местной породы. С выносливостью у ижемских лошадок все в порядке. Трассу для гонок обычно готовят с осени. С сентября начали дистанцию готовить, колышки вбивать, но половодье смыло. А в селе Зеленец Сыктывдина зимняя заваленка в валенках, валимпиада, гонки на буранах, футбол, кросс, хоккей с мячом. Обувь у спортсменов соответствующая. Валенки – это же самая лучшая зимняя обувь, которая с древних времен в России считалась лучшей. Село Визинга Сыктывдинского района – еще одна точка на туристической карте Коми. Здесь проводят традиционный республиканский народно-обрядовый праздник Гажа-Валяй. Театрализованные гуляния, аттракционы, игровые спортивные программы, бой мешками на бревне, метание валенок, перетягивание палицы. А я ведь еще команду не дала, давай еще раз. А в Ухте культивируют килу. Это русская командная игра с мячом, где разрешен ряд силовых приемов. Есть элементы футбола, гандбола, регби, баскетбола, легкой атлетики и борьбы. Пока мяч в воздухе, его можно трогать и только руками. Когда на земле, только ногами. Есть и запрещенные приемы. Захват за шею, высокоамплитудные броски, заломы, удушающие, любые удары по сопернику, подножки, подсечки. Все остальное разрешено. 20 марта в селе Большелук Карткировского района пройдет 14-я Олимпиада. Этот лыжный фестиваль можно смело назвать спортивным и туристическим брендом Коми. Тут и местный колорит, и спортивный интерес. Уникальность лыжного фестиваля в том, что кроме гонок и на охотничьих лыжах, и на обычных лыжах, он знакомит с национально-культурными обычаями Коми-народа. Это кухня, Коми национальная кухня, которая тоже будет там представлена. Это ремесла, орудия и традиционные формы охоты и рыболовства Коми. Бег на гоночных лыжах, охотничьих лызях и лямпах. К двум последним дисциплинам допускают только участников в национальной одежде. Как отмечают организаторы, главный судья Афанасий Габов, Олимпиада – это больше, чем фестиваль. А бегу на лямпах нужно учить с детства. Позже уже вылетные и... Можно будет учить этому направлению в спортивных образовательных учреждениях. Будут отдельные группы. Я думаю, что мы добьемся, чтобы на региональном уровне бег на лямпах включили в комплекс нормы ГТО.
За 13 лет со дня первого фестиваля здесь побывали гости из Удмуртии, Башкирии, Ханты-Мансийска и многих других регионов России и даже зарубежья. А в 2019-м участниками Олимпиады стали уроженцы Египта, Узбекистана и Кыргызстана. Вообще, Олимпиада очень понравилась, очень понравилась. Здесь люди очень добрые. Я очень рад, что я здесь. Но на лыж очень трудный. Но первый раз, я думаю. Но я хочу снова попробовать. Организаторы проработали вопросы комфортного проживания и безопасности участников и зрителей фестиваля. При этом особо подчеркивают, Олимпиада – это не просто этношоу, а прежде всего спортивное состязание. Лучшим спортсменам по итогам забегов присвоят разряды и спортивные звания. Изюминкой лыжного фестиваля станет биатлон на лямпах. Хотелось бы, конечно, чтобы больше людей приходило и увлекалось спортом, и через эту массовость, может быть, оставались в лыжных гонках на лямпах или уходили в какой-то другой вид спорта. Но так или иначе, это мероприятие, которое привлекает к активному образу жизни, к спортивному образу жизни и делает в целом жизнь интереснее, качественнее. Собственно, это одна из наших миссий нашего министерства. Республиканский лыжный фестиваль состоится в селе Большой Луг Краткировского района уже в эту субботу. Впервые за всю историю Олимпиаду в прямом эфире покажет Юрган.